За свою короткую жизнь Джабраил Мурсалович Албаков просто не успел написать много, но то, что им написано, не оставляет равнодушным к поэзии никого. Он работал учителем ингушского языка и литературы в школе в родном селе Камбелеевка. Родился поэт 2 апреля 1940 года. Пережив 13 лет в депортацию, он вернулся на родину. Казалось, сейчас все пойдет по-другому, можно будет жить и созидать. Но ему было 22 года, когда он заболел туберкулезом. 5 апреля 1968 года поэта не стало. Односельчанин Джабраила Албакова Якуб Патиев часто вспоминает поэта, хотя сам он его не знал, но Джабраил Мурсалович преподавал его брату в школе. Среди поэтов, которых я читал и перечитываю, конечно, особое место занимает Джабраил Албаков, Тумхойварс. И не только потому, что он мой земляк, я его мало знал, он был учителем в нашей сельской школе, преподавал ингушский язык, литературу моему старшему брату. Потом он по болезни остался дома и вскоре умер. В юном возрасте для поэта знал его отца, брата и так далее. Уже позже узнал, но самого поэта я, конечно, мало знал, потому что он рано ушел. Стихи Джабраила любят многие читатели, и причина такой всенародной любви заключается не только потому, что поэт писал свои произведения на родном, всеми понятном языке, но и подбирал такие темы, которые были близки не только ему, как поэту и гражданину, но и его читателю. Он мою родину, мои места родные описывал. Первое. Второе, он очень тонко подбирался к таким-то темам личностного характера. Не размышления о высоких материях, поэтических, а вот личностного характера. Вот его стихи, первый сборник стихов у него был тоже, назывался так, «Няна Кульгиш», «Руки матери». То есть то же самое, видите, что «Няна Кульгиш», «Руки матери». Вот это как раз сборники выпускались тогда в Грозном, мы их все покупали. И там очень много было таких стихов, которые действительно вдохновляют. И поймите, в 1967 году вышел сборник «Галайчи Хаезы Сона». Тогда, извините, было совершенно Ингушетия, ночь Галайчи Езу, а он писал тогда Галайчи. Это не было, конечно, местническим творчеством, но это было действительно отношение к своей родине, Галайчи. Даже лежа тяжело больным в кровати, Джабраил Албаков не переставал писать. Одно из самых красивых и проникновенных его стихотворений написано незадолго до его кончины. Оно посвящается родным. Он просит прощения, что вскоре ему придется покинуть этот мир и оставить их одних. Бехма был воши ишинана, бехма был асрана да, шана игр ижи волчахана, сохилунзер шалла пейдаба, улу отт воши ватвешина, сотешими ообат ешина, сохилкевя вола сейскана, да ахави, гончеват содяна. Ваша киттач истаж даха идеш, онгердештол камел тхайца асанана, йохгат йохкиеш, эйх халкевяче вейце. Бехма был нана, бехма был بيش إذا خوش محلقين قدر مو بيساوسو تقن الله قناه دواتش خضر ماردينا بيقتن بالله نانا بيقتن بالله. Джабраил Албаков не был человеком, который опускал руки, даже когда он узнал, что гибель неизбежна. Наоборот, он стремился приободрить родных. У него было очень много юмористических стихов. Казалось, он мог писать на самые разные отвлеченные темы. У него, кроме этого, были юмористических стихов много. И рассказывали много, когда приходила там девушка, соседка, зашла, они стихи писал, они от этого радовались. Но трудно было, тогда очень мало было поэтов, пишущих стихи. А тогда это, конечно, было явлением. И еще меня, постоянно повторяю, его стихи любимые из его стихов, это Галмистер и Мяхкари. Галмистер – это места, где я жил, это Янгон юрт, Гадбошкон юрт, Ала юрт, Галми, это Камбелеевка. Диж бали балха, лоза долче боли халха, аж долче водиче, шашма барыш эзделхи, из холды шаунды холды, Галмистер и Мяхкари. Ерик ари сирди яка, шун духал боги, шун сад парга тад яка, духал боги билли, уж бы холды шаунды холды, Галмистер и Мяхкари. حقق كلدايخ جدينا دوغش بالخ تاكلين شر دهتش خيخ أبلت مولدي شيلخي وش بخولد شان خولد غلمستين ميحكري أحد إخ بولش خانة توخ دلت شن بخانش دنين خزنش دقي يخا خيخك دول ليتي وش بخولد شان خولد غلمستين ميحكري.
Джабраила Албакова можно считать одним из даровитых поэтов середины XX века, считает Якуб Патиев. Сам редактор газеты часто перечитывает его стихи и интересуется его поэзией. Для меня было интересно читать, и до сих пор перечитываю, и очень интересуюсь и его поэзией. Она действительно очень тонкая, но проблема, я давно мечтал, чтобы кто-то перевел на русский язык. Конечно, очень трудно переводить такого тонкого лирика на русский, но все-таки хотел, чтобы и русскоязычный читатель, не только наш, прочитал бы его стихи изумительно. Но он писал только на ингушском, поэтому тоже хотел, чтобы побольше читали вот таких поэтов. Они действительно дают силу, бодрость духа, дают желание жить. Джабраила Албакова давно нет среди нас, но взяв брошюру его стихов, мы не просто можем познакомиться с ним, но и обогатить свой язык и понять, насколько лирично и красиво может звучать ингушская речь.